Главный вопрос, который мне интересен. Правда ли, что Таксол начался с 3 человек? Ну и вообще, как все начиналось? Да, Таксол начался действительно с 3 человек. Началось это очень давно. Сам я приехал в Казахстан в 95 году, а уже где-то с конца 97 года, с 98 начался тот самый Таксол. Мы начинали с организации железнодорожных перевозок, перевозили из нашего родного Атырау. Первые отгрузки были в Финляндию, Балтийские страны. Были отгрузки на Новороссийск, на Грушевую. Это были перевозки нефти, нефтепродуктов, то, что касалось экспортных отправок. Можно я? Это была тенгизская нефть, да? Это была тенгизская нефть в первую очередь, потому что еще не было КТК. Тенгизская нефть, только начинался проект, только начинались серьезные объемы добычи. Частично с Тенгиза, вот отсюда, отправлялась нефть по трубопроводам на Самару. Это по системе тогда еще Южнефтепровода, потом Костромсойл. В большую старую систему, значит, Транснефть. Большая часть, сначала маленькая, потом большая часть уже перевозилась железной дорогой. И так это было до введения в строй уже Каспийского трубопроводного консорциума, который вот таким вот образом он прошел через Чечню в Новороссийск, где сейчас отгружается практически подавляющая часть тенгизской нефти, карачаганакской нефти и кашаганской. То есть, все наши откуда были тогда первые вагоны? Тогда это только что прекратил существование Советский Союз. Частных вагонов еще было очень мало. Мы занимались организацией перевозки нефти в цистернах, которые были не востребованы. Сетевой парк, так называемый, их отдельно ремонтировали, использовали глуходонные цистерны. Это был уже ваш частный бизнес, да? Это был наш частный бизнес, но еще тогда был остатки государственного парка. А начиная с 2000-х годов, начала 2000-х годов, мы начали закупать. Вагонов стало не хватать, цистерн тоже стало не хватать. То есть остатки, наследие Советского Союза подходило, значит, к своей естественной выбытию из рабочего парка, заканчивались сроки эксплуатации. И вот мы начали закупать вагоны. Кстати, первые вагоны у нас были крытые вагоны. Вот они стоят в нашем составе ровно так, как у нас они появлялись по моделям. Это исторический поезд, да. Он уже не полный, уже надо еще его дополнять. Но первые вагоны, которые у нас были, это были крытые вагоны, мы купили. В них организовывалась перевозка серы, генеральных грузов. То есть это такой общий парк. Потом вторым тостом мы начали закупку газовых цистерн. Этот парк стал чуть позже уже нашим основным в нашей компании. Мы специализируемся на перевозке сжиженного газа. Сейчас мы являемся второй компанией на территории бывшего СССР по числу цистерн, по объему перевозимого груза и являемся главной компанией общего так называемого спотового рынка перевозок, потому что даже большой наследие Советского Союза, компания СГТранс, это большой перевозчик, но он большой оператор, но он в целом законтрактован, зафиксирован за различными предприятиями, да, фиксирован. Это российская компания, это российские перевозки. Крупные компании, да, а на рынке, уже на общем рынке мы являемся оператором номер 1, то есть у нас более 18 точек погрузки сжиженного газа разбросанных. В первую очередь, конечно, в Казахстане, в вторую очередь, просто по всему практически бывшему Советскому Союзу. Правильно я поняла, что вы перевозите не только казахстанскую нефть, да? Сжиженный газ, сжиженный это газ, не нефть, да, да. То есть мы перевозим сжиженный газ, вообще и нефть, и нефтепродукты практически по всему пространству 15-20. То есть везде, где наша колея, мы работаем, осуществляем экспорт услуг по перевозке, в том числе газу. И по сжиженному газу. А кто самые крупные ваши клиенты, кроме Тengizchevroil, по перевозке сжиженного газа? У нас практически все казахстанские производители, так или иначе, мы перевозим их газ. В России тоже существует Татнефть,
Вот, скажем, мы являемся эксклюзивными перевозчиками компании «Татнефть», Иркутская нефтяная компания, то есть практически все несанкционные компании, где мы следим очень тщательно за этим вопросом, суммарно достаточно много перевозят. Это позволяет, кстати, нам повышать эффективность наших перевозок, потому что мы, кроме нескольких компаний, никому не сдаем вагоны в аренду, мы наоборот набираем парк. У нас помимо собственного флота достаточно много цистерн в аренде, и вагонов, там, и полувагонов, и крытых вагонов в аренде, где мы оперируем с большим эффектом, чем просто если бы брали или сдавали вагоны в аренду. То есть это реальное оперирование, уменьшение количества порожних пробегов, повышение эффективности перевозок. Это постоянный наш процесс, конек. да? Это очень сложный постоянный процесс.